Мало что может сравниться красотой и элегантностью с женщиной в платье. Это именно тот наряд, который по-особенному украшает ее, придавая ей утонченность и женственность. Особой завораживающей красотой отличаются национальные платья. Невольно убеждаешься в том, что платье умеет говорить. Что же таится в витиеватых орнаментах? Что зашифровано в причудливых изгибах рисунков? О чем рассказывает нам осетинское национальное платье? То, что хранится у нас в хранилище, то, что выставлено, это очень объемный материал, который дает нам представление об одежде того времени. Это Даргавский могильник, который дает объемный материал, очень много деталей, очень много фрагментов, очень много целых вещей сохранилось. До сих пор ученые не могут даже отнести то ли это археология, то ли это этнография. Настолько они сохранились. Начиная с бронзового века, когда количество предметов, украшений и аксессуаров дает нам представление о том, какая могла быть одежда, и параллели, которые мы можем проводить относительно изображений на бронзовых вещах, мы можем анализировать и делать какие-то выводы. То, что они могли делать ткани, то, что они использовали красители и ткали, и плели, и, в принципе, всеми технологиями того времени они владели. В экспозиции бронзового века у нас существуют такие экспонаты, артефакты, которые свидетельствуют о таких элементах религиозного мировоззрения. В частности, тот фарн, который в иранском обществе сформировался как понимание благодати, посланной Всевышним с неба. Это вот нагрудная подвеска такая в виде полуптицы, полубарашка. И этот символ постепенно доходит до нас. В осетинской этнографии он существует. Это то самое понятие изобилия и небесной благодати, которая существует в Осетии, это фарн. Вот эта подвесочка с барашком крылатым – это символ изобилия, благодати женский. А мужской – это та же самая птица, только сложив крылья, она превращается в топор. Это символ, как говорится, власти, изобилия мужское. Мы попробовали сделать такую реконструкцию. Эта женщина-жрица найдена в районе Ильхотова. Самое такое серьезное погребение в плане украшений. Мы попробовали создать общий образ с помощью копий всех предметов, которые были найдены в одном погребении. Конечно, это все праздничное, в повседневной одежде так не ходили, скорее всего. Здесь прослеживается и изображение фарна, того самого изобилия, это барашек. Очень много символики религиозной. В те времена известны были красители, минеральные красители, попытки эмалировать. Первые пасты из натуральных камней делали на натуральном животном клею, и затирали их в пазы и полировали, и получалось красивое украшение или оружие, которое со цветными вставками. Цвета лазурита, рыжие, красные, разные. Они плохо сохраняются, но следы в оружии, в украшениях сохраняются. Браслеты, накосники, они символизируют змею, как оберег, как символ матери. В осетинском мировоззрении змея – это символ женщины, это оберег домашний. Это хозяин места, хозяин дома. И есть поверье о том, что змея может заглатывать камень и впоследствии отрыгнуть бусину, которая исполняет желание. И такой камень берегли и хранили в специальной шкатулке. Ее заворачивали в шерсть, и в год один раз ее могли достать в определенное время и сделать омовение молоком, собрать всех родственников, показать ее. Проводился всеобщий праздник, такой пир, чтобы увидеть ту реликвию, которая хранится в семье. Сукурай Фардагана называется по-осетински. Обилие бус в бронзовом веке, я думаю, говорит о том, что все-таки это религиозное поверье, оно очень древнее. Кубанская культура очень ярко представляет себя на мировом пространстве культурном. Очень много изображений, на поясах особенно, где изображены люди в одежде с оружием. Поэтому мы можем судить о каких-то костюмах. Общий образ того времени человека одетого мы можем себе представить.
Отсюда уходили какие-то миграции по всему миру. И через Северный Кавказ, как и в Средневековье, как и в античное время. Это было живое пространство, это был живой регион, и он тоже впитывал в себя, и был взаимообмен. Были караванные дороги, и, скорее всего, судя по каким-то украшениям, по раковинам каури, по бусам, каким-то аксессуарам, можно сказать, с каких регионов приходили сюда товары. В античное время, конечно, уже происходят большие перемены, и скифы, сделав огромный такой крюк, они возвращаются и заполняют пространство Северного Кавказа. Конечно, происходит синтез культур, хотя скифская культура – это все-таки продолжение той самой бронзовой культуры, которая была когда-то на территории Евразии. В средневековой Алании уже формируются те элементы выкройки, которые встречаются у нас в горной части в склеповых могильниках. От нижнего белья, скажем, даже ночнушки взять, и для кормления ребенка, до кафтанов. Чем более бедное население, тем проще ткани. Чем более повседневный костюм, тем, конечно, более простые ткани. А уже знать и парадные костюмы, конечно, они шились из шелка. И могла быть выкройка одна и та же, просто ткань разная. Например, очень часто, особенно в аланское время, это шелк, который шел из Китая, из Ирана, из Византии в очень большом количестве. И все это было очень красиво. И формирование костюма, на базе которого сформировался поздний костюм национальный, шло тогда, именно тогда, в Средневековье. Это самый лучший наш комплект, знаменитый. Платье из 11 предметов. К нему еще у нас есть шаровары, внутренний кафтан, халат и кушак с кисетом. Это все китайский шелк, что говорит о торговых связях Горной Осетии, о караванах, которые с собой привозили дорогие ткани. 17-16 век. Очень интересный экземпляр. Местная выкройка, местный пошив, но ткань привозная, среднеазиатская, иранская. Присутствовала вот такая расцветка очень часто. Все украшения, которые сопровождают женский костюм, в основном производились здесь же. Конечно, были привозные украшения, но очень много, обильно идут украшения, например, в позднем Средневековье, это вот те, которые производились на месте. Очень большое влияние оказало на Осетию то, что на Кавказ пришла Российская империя. Потому что Осетия стоит прямо на таком стратегическом направлении торговых путей. И все самые лучшие ткани, все самые красивые ткани, они проходили всегда через эти караванные дороги. И хорошие ткани оседали во Владикавказе, когда была построена крепость. И осетины очень быстро перестроились и стали использовать привозные ткани. И атласные, и шелковые, и хорошую промышленную ткань, сукно. И все это дополнялось рукоделием осетинских девушек. Но в то же самое время то золотное шитье, те аппликации, те вышивки, которые могли быть в позднем Средневековье, там, они постепенно уходят на второй план. Во-первых, это очень дорого, потому как все это серебро, позолоченное, и сами ткани очень богатые. И если ты на фактурной ткани еще делаешь золотное шитье, то это вызывает оляпистость. Считалось дурным вкусом, когда слишком дорогая ткань, красивая ткань, которую ты еще и закрываешь какими-то украшениями. Здесь мы видим детский кафтан с застежками нагрудными, ткань шелк, утепленная такая вещь. Кафтанчик, этот фасон был распространен очень долгое время. Свои корни он берет из Средневековья. От самого рождения и по достижении 3-летнего возраста, как мальчики, так и девочки в осетинской этнокультурной традиции ходили в распашонках. Это прекрасно зафиксировано в этнографическом очерке Косталя Ивановича Хитагурова «Особа». И лишь по достижении 3 лет
А для мальчиков исполнялся специальный обряд, который именовался савокак, то есть обряд перехода, когда мальчикам впервые дарили традиционную одежду, бутафорское оружие и переводили из женской общности в общность мужчин. И если обряды перехода мальчиков производились на виду всего общества, то у девочек они происходили келейно. И, скажем, в 3-летнем возрасте к празднику Тутары-Кури девочкам прокалывали ушки. И этот обряд назывался картганом. И в то же время девочкам, уже достигшим 3-летнего возраста, впервые дарили тоже вот девичье платье. Для девочек, достигших пубертатного периода, шилось в дар традиционное платье, которое представляло собой рашкарткава, то есть распашное платье. Взрослые женщины уже носили глухие платья, трапециевидные. И, конечно же, вот эта вот праздничность, она была немножечко у них нивелирована. Потому что статус замужней женщины, он предполагал вот эту вот сдержанность и в том числе в одежде. Во Владикавказе было столько возможностей и столько товаров, что девушки могли одеваться очень прилично, очень богато и в повседневной жизни. Уже в этот период стирается грань между платьем для взрослой женщины, парадное, и платьем для девушки. Появились сатины, появились разные ткани, которые просто были с набивным рисунком, где в цветочек, где в горошек. И из них шили рубахи, из них шили юбки. Это тоже считалось очень модно, очень красиво, в полосочку ткани появляются. У нас есть очень простые платья, домашние. Платье с набивным рисунком, она была украшена тесьмой. Покрой спинки, как у черкески, читается четко. Это говорит о том, что основа все-таки и у мужского, и у женского идет из одного корня. Помимо тех привозных тканей, которые в Алании присутствовали, в Горной Осетии присутствовали, шелковые ткани, которые попадали сюда из Ирана, было еще и местное производство, и ткани делали из крапивы, из льна, из шерсти, тонкая шерсть, грубая шерсть. Вариантов было очень много, и причем крапивные льняные ткани были настолько качественные, настолько тонкие, что внешне они красиво смотрелись. Платье крашеное красителями. Местная ткань ткалась на места. В каждом доме почти были ткацкие станки, каждый мог себе это все позволить и сделать. Красители были по цвету разнообразные. И кобальт был, и охра была, и много. Почти все красители известные, которые в Средневековье, они всеми пользовались. Будничная одежда, она отличалась даже вот в рукавах. Если мы будем говорить о вот этих вот нарукавниках, да, у алармтам, они праздничные, что называется спустить рукава. Праздничная одежда от трудовых будней отличает своими элементами. Второе функциональное предназначение, мифологическое, я бы сказала, что вот эти вот рукава имеют архетип крыльев птицы и посвящают и девочек, и женщин, и невест как бы божественному покровительству. Хщин, вщин, они все вот имеют один корень. Хщинок, то есть птица. У этих рукавов еще есть следующее функциональное предназначение. Чтобы во время танца, во время любого другого обрядового действия не произошло тактильного контакта. Потому что, опять-таки, это было связано с этикетными нормами, нарушение которых могло повлечь за собой даже кровную месть. В первоначальном состоянии традиционного костюма он состоял из внутренней рубахи, да, которая впоследствии трансформировалась. Сейчас мы наблюдаем отдельно нагрудник и юбку. А внутри был коротенький кафтан, сыбыр-курат и рубашка. Сыбыр-курат, его предназначение, он являлся оберегом. Все это сопряжено не только с пониманием этикетных норм, но во всем еще были такие вот сакральные смыслы. В комплект женской традиционной одежды осетин непременно входили штаны. Узкие длинные брюки. Мы упоминания о них встречаем и в нартовском эпосе. В
частности, ситуация, когда шатана вышла на берег реки в коротеньком бешмете, да, соответственно, на ней были штанишки. Штанишки всегда являлись атрибутом женской одежды традиционной, но они были прикрыты вот этими либо коротеньким бешметом, либо вот длинными вот этими вот распашными платьями. В этой экспозиции мы можем посмотреть инструменты, которыми пользовались девушки для создания шелковой нити. Выращивался шелкопряд, делалась шелковая нить на дому. Даже сегодня сохранились тутовники и деревья тутовые, листьями которых кормили этих червей, с коконов которых делали шелк. Этот шелкопряд, он у нас очень хорошо развивался, рос. И вот мастера, которые занимались плетением этих шалей, у них дома были именно вот эти вот коконы. Тяжелый процесс. Это большие чаны, кипяченая вода, над этим всем стоишь. Чтобы сделать 100 грамм нитки, где-то нужно около 50 килограммов вот этих коконов. Ухаживать за вот этими гусеничками тоже не очень легко, то есть они очень много едят. Прекрасные косынки, их красили разного цвета. Были и темно-красные, коричневые, черные, белые, смотря для чего, для повседневной жизни обычно, для траурных каких-то церемоний, для свадебных обрядов. Это была неотъемлемая часть костюма женского. Если мы будем говорить о платке женском, он пользуется в осетинской этнокультурной традиции всеобщим почитанием. Женский платок мог примирить враждующих, кровников. Они передавались по наследству от матери к дочери, либо же их привозили семья жениха, будущей невесте. Или еще третий момент, это когда девушка становилась вот из, по-осетински говорят, каштыча, когда она выходила вот первый раз в свет, то ей могли подарить такую красивую вещь, и это был очень дорогой и статусный подарок. Вообще вот эта шаль – это дорогой статусный подарок всю жизнь. Бывают просто треугольные косынки, бывают большие очень косынки. Конечно, большая косынка квадратная, она очень дорогая и парадная, конечно. Ее использовали для свадебного обряда, когда снимали, как сейчас называют, фату. Невеста выходила из дома в 2 косынках. Это одна материнская, а другая ту, которую привезли из дома жениха. Перекрещиваясь, они образовывали такой 8-угольник. Когда ее приводят в дом, перед старшими женщинами с головы снимали первую косынку, а вторая все равно оставалась на ней, потому как лицо должно быть закрыто, голова должна быть покрыта. Это своеобразный такой оберег матери. В шалях в основном растительный орнамент или геометрический орнамент. Растительный орнамент – это символ новой жизни, нового ростка, а невеста, она приходит в новый дом. Замужняя женщина, она ходила всегда с покрытой головой. И замужние женщины часто завязывали, даже подбородок у них был закрыт, и лоб был закрыт. Очень часто узелок ставили вот здесь наверху, такое тоже было. У нас есть фотографии, в которых именно остинки таким образом сняты. У меня волос не собран, волосы заплетали в косы. И если бы у меня была шапка, то я бы одела еще шапочку. И вот один край на одно плечо, и второй край на другой. Поскольку здесь очень длинные концы, то здесь они не падают. Но можно сзади их еще зацепить в небольшой такой узелочек. И вот. Традиционной и наиболее канонической формой костюмного комплекса осетинской женской одежды является шапочка формы усеченного конуса. Головной убор, конечно же, был неотъемлемой частью женского костюма. К определенному празднику весеннего периода, который символизировал переходные процессы в природе и в жизни девушек, она надевала шапочку. Ее шили из атласа, из бархата, расшивали соответствующей символикой. Но если у этой девушки была старшая сестра,
которая должна была первой обрести свое счастье, то вот этой второй девочке шили эту шапочку из разноцветных лоскутков. И тогда в обществе понимали, что да, эта девушка, она достигла предбрачного периода, однако перед ней есть старшая сестра, да, и нужно повременить со сватовством. Здесь представлены головные уборы. Один из таких вот видов – это головной убор женский, где вышиты две змеи. Это та самая параллель, о которой мы говорили с бронзового века. Традиция дошла до 20 века. Символически они обозначают двух бабушек. Это обереги. И в то же самое время шапочка пошита из 4 треугольников. Как бы круг делится на 4 треугольника, на которых вышиты ветви древа жизни. И каждая из этих ветвей символизирует одну фамилию. Солярные знаки очень часто – это одни из самых распространенных. Платье светлых тонов, белых, молочных тонов – это уже та мода, которая пришла из Европы, белое свадебное платье. И постепенно оно тоже вошло в культуру Осетии. И свадебное платье в поздней Осетии стали делать молочного такого цвета, шелк. Но все-таки кафтанчики и лопасти, головной убор делали из темно-красного бархата, вышитого золота. Знатные фамилии, знатные рода использовали темно-красный бархат и золотное шитье. Как в мужской одежде статусность, так и в женской одежде. Но в основном это именно темно-красный цвет. Это кульминация в жизни человека, и поэтому оно шилось очень дорого и красиво. Это цельное произведение искусства на самом деле. Вышивки, галуны использовались, бисером вышивали, золотное шитье, нашивки кожаные, аксессуары, булавы использовались, какие-то там клепочки, застежки использовалось. Это все, это было металлическое с орнаментом растительным. Это все перенеслось на наше время. Когда мы обратим внимание на орнаментальную часть костюма, мы заметим некое растение, подобие растения, которое именуется окопник. Окопник также является символом женского плодородия, потому как он произрастает на берегах водоемов и по текстам кадагов о нартах, по легендам, связанным с происхождением скифов. По женской линии как нарды, так и скифы имеют водное происхождение. Вся одежда застегивалась спереди. Это обыкновенные застежки, те самые, которые были в Средневековье в виде таких шелковых полосочек, нашитых с пуговичками. На одежде она была распространена по всей Евразии. И она дошла до наших времен в просто видоизмененном варианте. Это уже металлические детальки. Это не просто украшения, они символизируют собой древо жизни с ветвями, на котором вот плоды. Там часто бывают бубенцы, часто бывают такие выпуклости, специальные детали, солярные знаки посередине. И самые верхние застежки, они символизируют птиц, которые сидят на этом дереве. Это тот самый сюжет из эпоса. На древе жизни, на яблоне, которую охраняют нарты, берегут ее. И эти птицы садились на это дерево, похищали плоды, яблоки. И вот эти птицы изображены в виде или орнаментов, или, собственно, птиц. Они так и называются птицы цвета. Очень важный элемент традиционного костюма – это пояс. Да? Мужской пояс мы именуем рон, а женский пояс – камари. Камари – это древнеиранский термин. Пояс, он также является, как и шапочка круглой формы, оберегом. Маленьким девочкам принято было носить исключительно тканевые поясочки, а металлический пояс им уже дарили вместе с комплектом одежды, когда они достигали этого брачного периода. Они, конечно, изготовлялись чаще из серебра, и вот именно пояс передавался как семейная реликвия по наследству от матери к дочери. Обязательно был пояс. Пояс в основном был цельный, на свадьбу именно. Вот. Он означал, помимо того, что это оберег, он означал еще и надочажную цепь того дома, с которого он присылался. Вот тут такой вот пояс у нас застегивается. Это обряд инициации. Она в одной одежде стоит в доме у отца, и ее подруги переодевают в новое платье, которое уже принесли из дома жениха.
есть какие-то аксессуары, по которым молодой человек мог определить, девушка в каком возрасте, она замужем, не замужем. Есть такой вот небольшой нюанс. Серебряный пояс, на передней застежке под цветком встречаются перекрестие пистолет и кинжал под цветком. Вот это обозначает, что девушка замужем. Это вот была владикавказская мода. В основном это платье берегли для дочерей, для невесток, поэтому из поколения в поколение передавалось. И очень такие трагические моменты есть, когда пришла советская власть, когда изменилась формация, когда строй, как говорится, поменялся, то считалось, что семьи, которые имели вышитый галунами и золотным шитьем там, национальный костюм или черкеску с золотным шитьем с галунами, это очень зажиточные люди, их могли раскулачивать, многих даже расстреливали. И многие сжигали просто-напросто свои платья, и поэтому в Осетии очень мало сохранилось костюмов, потому что в основном все эти платья ушли в эмиграцию или были уничтожены, чтобы не пострадать. Наш национальный костюм раньше, если он выполнялся, допустим, с натуральных тканей, и женщины делали это все сами вручную, то сейчас есть возможность это пустить на поток и одеть наших девушек в прекрасные платья. То есть это может быть очень в ускоренном варианте. Мелина, подойди, пожалуйста. Вот, допустим, вот платье заказывают очень часто на выпускной вечер. Вот Мелина выпускница. Вот она пришла и изъявила желание, что она хочет быть в национальном платье. То есть мы совместили современные с элементами этнического. Мне кажется, что это очень красиво и выглядит свежо и со вкусом. Стилизованная одежда очень помогает нашему времени все-таки обернуться назад. Это единение настоящего и прошлого. Когда ты просто одеваешь даже платье национальное, просыпается на генетическом уровне какая-то стать, гордость за предков, просыпается какая-то память, переданная нашими предками, и сразу хочется выпрямиться, хочется вести себя по-другому, поведение другое, мышление даже становится другим. Я понимаю, что я ответственна за то, что я осетинка, и люди, которые не знают нас, они должны понимать по нашему поведению, по нашему костюму тоже, кто мы, нашу историю, то есть чтобы это сразу было понятно. Одежда, она очень держит в рамках, она очень помогает не забыть, кто ты, откуда ты, и помогает нести гордо свое имя. Умеет ли платье говорить? О да! Безмолвный язык красок, орнамента и кроя часто выразительнее слов. Отражая индивидуальность народа, он ярко характеризует культуру, помогает познать его образ жизни, быт, историю и традиции.